Безопасность детей в приоритете. В России установлен запрет на использование автобусов старше 10 лет. Патриотическое воспитание молодежи. Как привить чувство любви к родному краю, знают в Ленском клубе «Витязи». Многогранный спорт. В Мирном проходит турнир среди диаспор памяти Афанасия Новгородова. В эфире «Якутия-24» мы расскажем о главных событиях. К этому часу в студии Андрей Погорелов. Завершилось расследование уголовного дела по обвинению работника рудника Айхал. Установлено, что при выполнении наряда задания бригадой крепильщиков по бурению шпуров произошел вывал горной массы. В результате смертельную травму получил работник 1992 года рождения, который скончался на месте. Причиной происшествия стали нарушения правил безопасности. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Якутии. Еще одно происшествие со смертельным исходом произошло на юге Якутии. Водитель самосвала погиб в горно-обогатительном комбинате Инаглинский в результате столкновения с тепловозом. Об этом сообщает управление ГИБДД по Нерюнгринскому району республики. Как стало известно, 22 апреля около 12 часов 40 минут водитель, управляя автомобилем МАЗ, совершил выезд без остановки на нерегулируемый железнодорожный переезд, при этом не уступив дорогу тепловозу, в результате чего произошло ДТП. Водитель тепловоза не пострадал. Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя фактов употребления алкогольных напитков. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются. В Алданском районе прокуратура защитила права работника Томодского психоневрологического дома-интерната. Как стало известно, женщина трудоустроилась по срочному трудовому договору до 8 февраля 2018 года. После выхода на работу основного работника женщина продолжала работать на основании приказов о переводе ее на иные должности. А в марте этого года ее уволили в связи с истечением срока трудового договора. Однако изложенное противоречит статье 58 Трудового кодекса. Он гласит, что если ни одна из сторон не потребовала расторжения трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работать, то договор продлевается на неопределенный срок. Другим темам авиаперевозчикам придется больше платить за перелеты. Федеральная антимонопольная служба подготовила проект приказа о повышении тарифов за аэронавигационное обслуживание в небе России. 100 километров полета в российском небе обойдутся в 351 рубль 80 копеек. Касается это как отечественных, так и зарубежных компаний. Тарифы не поднимали уже 8 лет. Теперь рост обосновывает тем, что за эти годы расходы аэронавигационной службы выросли. И это не только из-за инфляции, но и из-за роста цен на топливо, электричество и оборудование. Ожидается, что цены на авиабилеты также подрастут. Изменения ожидают и сферу наземных перевозок. Правительство страны утвердило сроки начала действия запрета на использование автобусов старше 10 лет для организованных детских перевозок. Для транспорта массой до 5 тонн, которые отправляются или прибывают в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, этот запрет вступит в силу уже 1 июля. Для автобусов массой более 5 тонн с пунктами отправления или прибывания в этих же регионах с 1 октября. Для автобусов, у которых пункты отправки и назначения находятся в других регионах, сроки более поздние. Автобусы старше 10 лет массой до 5 тонн с 1 апреля 2019 года, а массой более 5 тонн с 1 октября следующего года. Сегодня в Якутске и Усть-Алданском районе временно отключат электричество. Об этом сообщает Якутскэнерго. Во время отключений специалисты компании проведут работы по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования. График отключений вы видите на своих экранах. В нем возможны изменения. Освоение месторождения олова на севере Якутии начнется в 2019 году. Работой на Терехтяхском месторождении займется Ян Олово при поддержке китайского инвестора. Общий объем инвестиций составит порядка 4 миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор республиканской инвестиционной компании Петр Алексеев. Он отметил, что реализация проекта позволит обеспечить внутреннюю потребность России. В первую очередь стоит задача импортозамещения, поскольку наша страна сегодня покупает олово, в том числе в Китае.
Руководитель региона Егор Борисов поручил правительству республики держать на контроле ситуацию с якутской топливно-энергетической компанией. Эта компания входит в группу «Сумма», в отношении совладельца которого было возбуждено уголовное дело по подозрению в организации преступного сообщества, хищениях и растратах. По словам Борисова, несмотря на то, что регион не является ни собственником компании, ни контролирующим органом, власти обязаны следить за жизнеобеспечением республики. Об этом глава Якутии сказал в интервью моей коллеге Татьяне Черемкиной. Мы этот вопрос все взяли под контроль. И я сразу после появления ситуации давал поручение правительству Республики Саха-Якутия. И, соответственно, мы сегодня должны заниматься с теми кредиторами, если они есть. Мы должны сегодня четко для себя представлять, с кем работать в этом случае на уровне собственников и на уровне совета директоров компании ТЭК. Вот все это в совокупности сегодня как бы уже находится под контролем республики. Полную версию актуального интервью с Егором Борисовым смотрите в 13:30 на нашем телеканале. К другим темам. В разных городах страны начала свою работу патриотическая акция «Вахта памяти». В Санкт-Петербурге она прошла на территории Чесменского воинского кладбища, где покоятся ветераны суворовских, кутузовских и других походов русской армии, а также защитники Великой Отечественной войны. Тему продолжит Айсена Бурнашова. В этот день представители поискового движения придали земле останки 19 солдат, найденных во время раскопок. В Красносельско-Ропшинской операции погибло очень много наших солдат. Там были обнаружены останки одного человека. Нашли личные вещи, и на ложке было написано фамилия, имя. И вот благодаря этому удалось остановить имя солдата. Один из воинов – это лейтенант Дмитрий Шванки, 1909 года рождения, погибший в январе 1945-го. На захоронении присутствовали его родственники. Его также зовут Дмитрий, да. По существу меня в честь него назвали. Мои родители его искали и даже переписывались с однополчанами. К сожалению, не увенчалось успехом. Теперь наш дедушка, прадедушка, прапрадедушка похоронен здесь, в общем-то, недалеко от нашего дома. Внуку были переданы личные вещи бойца, его медаль, значки и та самая ложка, с помощью которой и удалось установить личность солдата. Благодаря работе поисковиков появляется все больше имен героев. В этом году на раскопках в Ленинградской области будут участвовать также и студенты из Якутии. У нас есть договоренность с Комитетом по молодежной политике Санкт-Петербурга. Они предоставили информацию о 3 действующих поисковых отрядах. И у нас уже есть один отряд сформирован из якутских студентов, из 10 человек. Также мы набираем ребят не только обучающихся в Санкт-Петербурге, но и непосредственно живущих, работающих и учащихся в Якутии. В период Великой Отечественной войны войска Северо-Западного фронта внесли достойный вклад в достижение общей победы над фашистским врагом. И пусть сейчас уже заросли шрамы окопов и выросли новые поколения, но несмотря ни на что, в истории и в нашей памяти навсегда останется подвиг наших предков. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. Сегодня для любителей почитать особенный день. 23 апреля во всем мире отмечают День книг и авторского права. Традиция появилась в 1996 году. Решение приняли с целью просвещения и развития культурных традиций, а также с учетом того, что книги являются наиболее важным средством распространения знания и самым надежным способом его сохранения. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день в 1616 году скончались Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиаласа де ла Вега. Ученики Актемского лицея разработали приложение для смартфона на якутском языке. Программа предназначена для детей от 2 лет, которые учатся говорить. Приложение разработали Юлиана Колесова и Афанасий Иванов под руководством своего преподавателя Евгения Абрамова для участия в конкурсе, который проводит Ростелеком. На разработку ушло 2 месяца, а для его озвучки привлекли младшего брата Юлианы Эрчима. Всего в конкурсе заявили 180 проектов, в том числе финалистов вошло 36. 4 получили титул проекта победителя, еще 7 стали лауреатами, среди них и приложение якутян. Вот эти ребята Афони и Юлиана, они у меня
давно уже занимается по робототехнике, я их очень хорошо знаю. Фоня работал над логикой программы, Ильяна над иконками и озвучкой. Потом Ильяна взяла с собой своего брата, первоклассника, тогда он учился в 1 классе, чтобы озвучить это наше приложение, потому что мы подумали, что если ребенок услышит голос ребенка, это будет ему как-то близко, что ли, дружелюбнее, ближе будет. Военно-патриотическое воспитание молодежи – один из важнейших аспектов деятельности учебных заведений. Но привитие чувства патриотизма и любви к родному краю происходит не только в стенах школ. В Ленске существует клуб «Витязи», в котором с юных лет дети изучают историю и некоторые военно-прикладные дисциплины. Прощаем должникам нашим, не веди нас в твое искушение, но избавь от лукавого. Аминь. Молитва «Отче наш». Именно с нее начинается каждый новый урок участников православного военно-патриотического клуба «Витязи». На своих занятиях мальчишки и девчонки младшего и среднего возраста во главе с руководителем клуба Леонидом Синьковым изучают историю православия и обсуждают прочитанные книги и просмотренные фильмы о России и ее отдельных периодах развития. Воспитать в них чувство патриотизма. В каком варианте? Ну, естественно, что это изучение родного края, истории родного края. Содержание у нас достаточно литературы, которая говорит о том, что у нас есть герои, воины, да, которые уходили на войну. В программу занятий клуба входит и знакомство детей с некоторыми элементами военно-прикладных дисциплин. Это сборка, разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова. Изучают ребята казачий быт и пробуют свои силы в народных танцах. Какой танец вы сейчас исполняли? Тюркско-казаческий, казацкий танец. Все получается? Да. Ну, мальчиков чуть-чуть не получается. Еще одним искусством, которому с молодых лет пытаются научиться витязи, является фланкировка. Это умение виртуозно владеть шашкой или двумя. Не увидишь, не поверишь, что лучше всех это умение демонстрируют девчонки. Занимаюсь фланкировкой я уже год. Научилась, много научилась. Занималась сначала с палками, перешла на шашку. Это несложно. Главное не ошибаться. Бывали ли случаи каких-то ранений? Только если синяки, порезы, все, больше ничего. Среди витязей есть и настоящие казаки. Некоторые из ребят осваивают и уроки вольтежировки в другом клубе. Я занимаюсь в конно-спортивном клубе «Аргамак». Там нас обучают джигитовке, верховой езде в принципе и разным еще подразделениям из этого вида спорта. В мае этого года коллектив юных казаков-витязей отмечает свой 5-летний юбилей. К исторической для них дате ребята готовят комплекс выступлений, в котором они покажут свои лучшие номера и продемонстрируют мастерство владения оружием. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. Далее о спорте. В Мирном продолжается блиц-турнир среди диаспор памяти Афанасия Новгородова, члена общественной организации по развитию якутской национальной культуры. Турнир стартовал лыжной эстафетой на прошлой неделе, а накануне состоялись соревнования по волейболу. В состязаниях приняли участие 8 женских и 9 мужских команд. Все призы победителям и призерам были поставлены друзьями Афанасия Новгородова. Блиц-турнир продлится до 29 апреля. Впереди борьба Хапсагай и Гири. Афанасий Новгородов, я его знала лично, он был замечательный человек. Он был нашим предводителем нашей общины, он нас постоянно собирал, мы с ним участвовали и в канате, и в легкой атлетике, и в волейболе. Он был таким хорошим человеком, мы очень скучаем по нему. На этом выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Якутия 24.